Асхат. С переводом. Перевод просит, перевод. Пока я пробую. Хорошо. Дорогие друзья, поскольку книга написана на русском языке, он говорит, вы зря, говорит, начинаете на татарском, тогда уж переводите. Ладно, это не имеет значения. Я думаю, русский язык все понимает. Да. Я что хотел? Ахат Азизович сегодня пригласил всех нас на свой творческий праздник. Я прямо так скажу, это творческий праздник. Мы его знаем здесь более 10 лет, как самого активного деятеля татарского культурного центра. Он на всех мероприятиях участвует, активно участвует. Я помню, вместе с ним мы проводили здесь несколько вечеров, посвященные Миртасиму Усманову, Равилю Бухараеву. Он всегда был впереди, всегда все делал и продолжает активно работать. Вот говорят, что по некоторым данным, в Москве свыше 50 издательств. И каждое издательство почти каждый день выпускает книги автобиографического характера. То есть здесь проблемы нет. Сейчас цензуры у нас нет. Что хотите, то и можете опубликовать, если у вас есть возможность оплатить. Но как бы то ни было, вчера он дал мне свою книгу. Маленькую книгу. Я думаю, эта книга Ахата Газизовича заметно отличается от других автобиографических книг. Хотя бы по той причине, как красиво, уютно сделано, карманного формата. Я ее у него получил вчера, сел, быстренько прочитал. Все стало ясно. То есть на одном дыхании можно прочитать его книгу. В этом его и хорошо оформлено, красиво, там цветные фотографии. Причем, что мне импонирует, 1/3 книги стихи, собственные стихи. Там же есть стихи, посвященные в адрес нашего юбиляра. Юбиляр, я считаю, что он презентует не какую-то там годовщину. И что интересно, я уже говорил, что 1/3 это стихи, 1/3, 2/3, может быть, 40%, 50% проза. Проза, причем и стихи тоже у него очень сжатые, четкие, патриотические. И проза тоже очень, стиль очень сжатый, интересный. Я уже говорил, что его можно прочитать, сразу берешь в руки, прочтешь. В этом его, так сказать, ценность. И что остается, то и остается в голове, а если нет, еще раз можно прочитать. Он здесь описывает свои книги. Он житель 3 столиц. Его детство, годы учебы прошли в Ташкенте. Высшее образование он получил в Казани, окончил Казанский авиационный институт. И сейчас уже после пенсии живет здесь, в Москве. То есть житель 3 столиц. Он об этом пишет. Каждой столице практически посвящает несколько страниц. Это тоже приятно прочитать. Что мне, я думаю, люди, которые уже взяли, они уже перелистали, люди, может, которые уже некоторые прочитали, но все-таки хочу сказать следующее. Много говорят сейчас в Казани, здесь тоже говорят, вот школа, начинает забывать татарский язык, критикуют то-то, то-то. Вы знаете, откровенно говоря, язык зависит от нас, от родителей. Знание наших детей и внуков зависит от нас. Как мы это поставим? Я, откровенно скажу, жил с маленькой девочкой своей в отдалении, в Пакистане, 10 лет жил, там не только что русские были, детский сад давали. Она начала забывать русский язык, она начала забывать, и не говорила татарский. Поставили с женой задачу, что 3 дня мы с дочерью будем говорить на русском языке, 2 дня на английском, 2 дня на русском. И в течение 3 лет так сохранили язык для своей
дочери. На татарском сказать. Примерно так же вырисовывается здесь, в этой книге. Он автор. Прошу извинить. Вот здесь, Пожалуйста. Вот сюда заходите. Вот место для вас. Держи. Хомячеву садитесь. Вот ты что без меня? И ты здесь. И ты, блин, красавица моя. Ну, вторая еще. Ну, что ж не сказал? Да ты-то именин куда пришел? Не, надо потом. Сам перерыв кончился. Извините, моего надо обнять, а как? У нас продолжается. Продолжаем. Вот он пришел без формы, у него такая же вот форма, как и у... Нет, такой нет у меня. Как нет? Автор здесь Тише. в очень хороших выражениях вспоминает свою бабушку, Гульшат Толстая, которая питала любовь к языку татарскому, которая питала ему любовь к Корану. Таким образом, Гульшат Абстай является, как, так сказать, ангелом нашего автора. И здесь все просматривается. Я уже говорил, что здесь очень просто говорит, он пишет о своем отце, который прошел всю войну. Мать является заслуженной учительницей Узбекистана. Более того, дед по отцу был одним из создателей в Туркестане колхозов. То есть все он так четко, ясно в нескольких фразах описывает. Я думаю, что наш автор правильно написал это и предлагает наш адрес. Я думаю, люди, которые прочтут или уже прочли книгу, поймут. Я не буду ваше внимание много отнимать. Я попрошу его прочитать «Ликуй, моя душа». Вот это стихотворение мне очень понравилось. Это стихотворение он написал после возвращения через 50 лет в Казань. Он получил высшее образование, там уехал, служил 25 лет на Северном ВМС. То есть человек, который имеет двойное высшее образование. Технический инженер-механик, Казанский авиационный институт окончил, а потом получил высшее военное образование ВМС в Севастополе, кажется, да, закончил. И после 70 лет он решил уйти от технических, так сказать, своих связей, мыслей, гуманитарий, и окончил после 70 лет, окончил высшие литературные курсы. 76. 76. То есть он достоин подражания. Давайте его. Дальше, кто захочет, тот слово возьмет, с вашего соглашения. Но мне бы хотелось первое слово самому автору, чтобы он прочитал «Ликуй, моя душа». Пожалуйста. Дорогие друзья, прежде чем прочесть это стихотворение, я искренне, горячо хочу всех поблагодарить за то, что вы пришли на презентацию моей первой книжки. Сразу скажу, почему говорю первой. Потому что у меня уже в голове созрела вторая книжка. Но я ее хочу выпустить к своему 80-летию, ровно через 9 месяцев. Дорогие друзья, среди присутствующих я даже просто хочу преклонить колено перед великими писателями, поэтами, которые здесь сидят. Со временем, я имею в виду в течение нашего вечера, а потом, когда мы пойдем чай пить вниз, каждый сможет прикоснуться своим разговором с этими великими поэтами, писателями и вообще замечательными людьми. «Ликуй, моя душа». Почему возникло у меня такое название?
я думаю, что мне все равно бы задали такой вопрос. Откуда такое название? Я прямо скажу, что есть такой поэт Борис Щеглов. Слышали, да? Так вот, он написал такое стихотворение, которое я прочел 2-3 года назад. И оттуда я взял вот это слово «ликуй». Вот это стихотворение. Из-под тишка любуюсь. Ишь ты, как ты сидишь, как ты стоишь, и как снопами сыплют искры, когда с улыбкой ты молчишь. Движения ладные, молодые, природа здесь резвилась сласть, и льются локоны золотые, волной божественной виясь. Но вдруг, ликуя, вот слово ликуя, и вдруг, ликуя и волнуясь, отринув яв, отринув грусть, схвачу в охапку, зацелую и от восторга задохнусь. Вот из этого стихотворения родилось название моей книжицы. Ее трудно назвать книгой. Книжица, давайте говорить. Но здесь сгусток моей души. Поэтому кто прочитал или кто еще будет читать, обратите внимание о том, что как Юлдус Нуревич, а Юлдус Нуревич Халиуллин — это наш великий дипломат. Не надо, не надо. Да? О вас речь идет. Вот. И обо мне. Но я просто хочу представить ведущего. Надо представить, надо представить. Я думаю, он написал более 40 книг. Вы представляете свою жизнь? Он посетил более 100 стран мира. Неправда, неправда. А что? Преувеличивает, Ну преувеличивает. пусть 90. Умалчивает. Конечно, Вы не в ту комплимент. сторону пошли. Сэр. Поэтому Я вас нет, я хочу, чтобы вы похлопали. Нет, вам. Это прекрасно, вы Дорогие друзья, прочитали. я хочу начать именно со стихов. Понимаете? Тут книгу, если вы откроете, там сразу же первые строки моего учителя Валентина Васильевича Сорокина, предисловие. Второе предисловие моей учительницы, друга моего, Людмилы Васильевны Щепахиной. Вот представьтесь, пожалуйста, Людмила Васильевна, покажите. Пару слов скажете об авторе? А потом. Я стихи буду читать сейчас. Ну, вас надо приостановить иногда.